Кабардино-Балкарии побывала группа специалистов из Франции в области конной индустрии во главе с заместителем министра культуры России Олегом Рыжковым. Главная цель поездки – изучение и сохранение объектов культурного наследия, каковым является кабардинская порода лошадей. Гости посетили несколько объектов. Делегацию сопровождала наша съемочная группа. Моед Катаев продолжит. Сначала гости посетили республиканский ипподром. Здесь для нескольких десятков чистокровных лошадей кабардинской и английской пород созданы идеальные условия, начиная от удобных тенников и хорошего питания, заканчивая современными тренажерами. Кабардинская лошадь считается старейшей верховьючной породой и ценится своими уникальными данными. Сила и выносливость позволяют ей хорошо себя чувствовать в условиях высокогорья и при весе груза в 150 килограммов проходить по 100 километров в день. Я изучаю кабардинскую породу лошадей более 30 лет и знаю о ней практически все. Она способна сохранять равновесие при передвижении по скользким и скалистым тропам, преодолевать крутые спуски и подъемы, безболезненно переносить резкие перепады температуры. Уникальная порода, которую нужно сохранить и создать все необходимые условия, чтобы она развивалась. Осенью в Санкт-Петербурге состоится международный культурный форум, одна из секций которого будет посвящена сохранению конного наследия. Учитывая богатейшие коневодческие традиции, Кабардино-Балкария примет активное участие в этом форуме. Мы смотрим на это с культурной точки зрения, но мне очень хочется, чтобы вот этот процесс, еще раз повторю, когда лошадь возвращается в жизнь народа, когда народ начинает на новом этапе развития жить и общаться с лошадью, чтобы она развивалась, не останавливалась. И в дальнейшем вот этот пример, не только в Кабардино-Балкарии, на Кавказе вообще сейчас это очень развивается, в Карачаево-Черкесии, также на всех республиках, чтобы этот пример потом послужил примером и для тех регионов России, которые тоже всю жизнь были конными регионами. Ценное маточное поголовье, лучшие жеребцы-производители, обширные сенокосы и пастбища для табунного содержания посетила делегация и Малкинский конный завод, который 1,5 лет назад создавался для работы с кабардинской породой. Сегодня здесь идет восстановление исторического облика центральной усадьбы. Реставрированы знаменитые красные и белые конюшни, обустроены ливады. В центральной усадьбе, вот здесь, на конном заводе Малкинский, содержится 54 головы лошадей вот сейчас. Но основное поголовье лошадей кабардинской породы, оно находится на пастбищах, на Зурских. Это достаточно пример уникального комплекса архитектурного, который сегодня используется непосредственно для лошадей. Был построен для лошадей, сегодня используется для лошадей. Достаточно редкий пример, и, конечно, надо очень внимательно отнестись к сохранению этих зданий, подойти к ним с применением всех современных технологий по сохранению старых построек, по их ремонтам, по их реставрации. И здесь мы будем им, конечно, помогать, потому что потерять это ни в коем случае нельзя. Сегодня племенные кобылы Малкинского завода – настоящее сокровище кабардинской породы, а жеребцы – ценный генофонд всего российского коневодства. Специалисты уверены, что лошади, выращенные местными коневодами, еще прогремят на весь мир. Моед Катаев, Бата Батаев, Новый